Як ви бачите своє будущее у еміграції? От я у опошний год задумываюсь, что тут есть хорошего, ну хорошего багато що є. Тобто, що чекає нас хорошого в еміграції? Як планувати своє будущее? На що робити ставку? Как бы по ощущениям, ничего хорошего особенно не чекает нас, эмигрантов. Можно получить гражданство в итоге, например, и быть гражданином. Ну или карту поляка, да? Но жить у Европе дорого, как сами знаете. Вот помню, мы когда-то в Беларуси мечтали с Олей Паук. А почему бы это нам не выехать в Европу? Вроде там как бы ходят слухи хорошо. И вот глядя на всех эмигрантов, на большинство, на большесть, бачиш, какое у них уныние и як они грызутся поміж собой. И это ж не только мне бачно одному. Это ж бачите все эти державы, политики. Ні, до нас, Зараз, якби от я почитав, Польща не так уже активно приймає по політичних мотивах. Литва ускладняє легалізацію, придумує умови зі своєю калбою. І ось я, наприклад, літо, канікули на Білсаці, ніде не працюю. Ще позикав мене на содру, і я її не виплачу, напевно, і буде мені ще штраф. Де мені ці гроші брати? Ну, тобто на Білсаці платять добре, а кудись треба йти працювати. У Польщі легально не можна, тільки у Литві можна, там, де ти притулок отримав. Ну и кем я пойду? Значит, с троллейбусом у меня все, карантин. С троллейбусом там, тяжкая праця, сам речь. Багато там не тримаєш, але, ну, это как бы стабильно. Стабильно. Это такая. Дворником можна так само, але треба работать дворником. Я поработал, конечно, так себе, спустя рукава поработаешь. Ну, такое. Ось. Коли ти вивчиш литовську мову, це ж тобі не гарантує, що в тебе буде добра робота. Так? Вогулі не гарантує. Да і Польща це не гарантує. А ось коли у тебе є капітал, зараз я буду вже заздростити багатим людям, такі як Артур Гранц, може читали про його, який освоївся в Литві, раніше азербайджанський бізнесмен, який був наближений до Лукашенка у бізнесі, може зараз наближений. Там, короче, розслідування вийшли. Так він же ж, вот этот чоловік ведає, що він буде робити, які його пляни. І Литва його не потребує ніякої калби. Інвестиції даєш, все, буде у тебе будущее. Ось. З іншого боку, Литва країна вимираюча. Ну, тобто, менавіта за конт мігрантів вона може свою демографію поправити. І як би Білорусі самая найближайшая і родненькая до її, як би так, нація. Але не сильно не жалують білорусів, звісно.
А що вони хочуть? Самі закритися і вимирати на своїй території. Тому що молодь роз'їжджається, уїжджає у більш цікаві країни. Вивчити англійську мову і кудись податися, ну такое так собі. На айтішника я вже не вивчуся, наприклад. Ну ось я задаюся питанням, що такі люди середнього віку, як я, можуть знайти, як вони можуть планувати свою будучиню у еміграції. И ведаете, так не весело становится. Не весело становится. Артур Гранц по национальности азербайджанец. Ну, может, у него гражданство Беларуси есть, а может и два гражданства. Може собі зробити ІП підприємництво і працювати в будь-якій країні. Так, є така можливість, але я це ще буду удокладняти у юриста, записався тут у Варшаві. Тому що так само повинно бути, напевно, мені сказали, дозвол на то, як тут відкривати ІП. Це так, якби непросто. Коли буде дозвол, то відкриваєш. То, що я роблю на Білсаті, наприклад, я вигорів давно, тому що це ніяк не впливає на якість життя білорусів. Але скажу, що зарплата там добра. Але ну, душа болить просто, це просто колихання повітря. Ось. Я не думаю, що я там довго протримаюся. Ну ладно, це буде тільки з вересня. А зараз от у мене кризис, я думаю, що робити. Зараз я у Варшаві. Я сюди приїхав на місяць, снял квартиру поглядеть. Ну, как бы, куда можно присобачиться. И бачу, что уже и половину месяца прошло. И бачу, что нема куди присобачиться мне. Нема чого мені пропонувати. Є такі праці у Литві, як грузчик, хто там? Грузчик, не грузчик, а это овощи тягать на складе. Ну да, грузчик. Грузчики какие-нибудь, пасовщики, упаковщики. Там, короче, працювати надо 8-12 годин на день. Таксистам уже так само. Не особливо попрацюєш, можна попрацювати. Треба в оренду машину брати. А потім треба, напевно, литовську вчити. Скоро буде таке потребування. І у таксиста. У сферу обслуговування не пойдеш, тому що так само литовську треба вчити. Ось, наприклад, Воля Павлук, вона здала там, екзамен на якусь категорію литовського, чи то А1, чи то Б1. Ну, коротше, вона працює в школі викладчицею англійської мови, репетиторством займається. Ну, так що, це їй дало некие преимущества серед литовців. Ну, якби, що вона англійську мову ведає, вона литовську ведає. І що? А я по факту більше заробляю на Белсаті. Ну, такое, да. Как бы вот в первые годы, там, 21 год, 22, так думаешь, ну, хутко гэта лясне, вот это вот. Лукашизм гэта, ну, як бы. Ну, і все. І вернешься на Беларусі, будеш займатися тим, чим займався. Може, газету откроешь какую частную. А не, гэта тут походу мы тут назаўсёды. Походу мы тут назаўсёды. На будовлі што? От, добрае пытанне на будовлі. На будовлі надо пахаць у такую жару. Я нічога про будовлю не ведаю. Ну, это так само, принеси, подай. Ну, можна спрабаваць. Принеси, подай, туда-сюда. Ну, якія там перспективы? То бок, чтобы протягнуть месяц, заплатить за квартиру, какие-то леки купить, зубы полечить. Тут же вот страховку так само в Литве требовалось. Мне до доктора треба зайти одного. Надо 4 месяца чекать. Это так стандартная страховка працує. До платного можеш хоч зараз, але 200 євро віддаєш, наприклад, там з дослідженням. І він тобі особо нічого він тобі там і не сказав. Бля, капець. Ну такое, блін. Відчуваєш, що ти у економічному рабстві.
треба у еканамічнай рабстве. Я б, напэўна, хацеў музыкай займацца. Да каму патрэбна гэта беларуская культура і музыка? Да нікому яна не патрэбна ў Еўропе. У Беларусі зараз увогуле знішаюць усю беларускасць. Выміраем як індейцы. Адзін толькі Макс Корж патрэбны, таму што ён рускамоўны. І вось там ёсць мне здаецца, там пра некую будучыню думаць, таму што яго контент, яго музыка для моладзі. І моладзь гэтым заряджаецца наперад. Вось, я тут сёння захацеў з вами паныць про такое. Витю Витебского трамвая знаешь? Не знаю. На бусика водила на доставку и на пост ДХЛ. Так там же так само литовскую треба ведать. Там же уже все. Адам Міцкевич так само думал, что ненадолго отрымался на все жыццё. Вот да, до таких высноў приходишь зараз, что как бы это такая херня, что хер, когда ты вернешься туды при таких тенденциях. Рабі гульню ў Roblox. Это что, айтишник, что ли, рабі гульню ў Roblox? Какие гульни? Во что любят гулять люди, да, бы что. І раней у Беларусі з гэтым было праблемна, калі тебе заўсёды пераследуюць. Але там дакладна, але ў сваёй вёсцы на раёне ты я на тот момант быў некі сучасны чалавек, які мог сфотаграфаваць і відэа зняць і альбомы выпускнікам нарабіць. І з гэтага можна было частавацца. Плюс яшчэ, конечно, можна было і дапамогу папрасіць у еўрапейскіх фондах на такое дело. І ахвотна давалі, таму што справу добрую робіш. А зараз тут, калі казаць пра гранты, вось, напрыклад, пра гранты, на што тут прасіць грошы? Як ты будзеш гэтым справаздачвацца? Беларусам ты ніяк не дапаможаш. За сваёй забаўляльнай рыторыцы. Як забаўляльны контент магу препадаць, даць. А толку ж, толку, а з чаго забаўляцца? З этих узбекаў, которые там. Я гляжу, што вось усе СМІ зараз, яны так высасываюць з пальцаў все навіны, абсасваюць адно і тое ж. Вот Герасименю ударили по патыліцы кулаком нехта, і там абсасваюць, і тут, і сям. Як быццам бы нічога не адбываецца. Вот такое адчуванне. Нічога не адбываецца ў гэтым свеце. І так паскудна становіцца ад гэтага всего. І неяк, не бачыш добрага выйсця сярод гэтага абы-шта. Альбо пагрузіцца у такую, простую непрестижную работу, просто вот вкалывать день и ночь, просто чтобы не думать. Приходишь, спишь, далее встаешь, идешь и працуешь. Альбо, не ведаю, правда, як. А дзеці ще є, а што ты гэтым дзецям на будучыню дасі? Так і ў Беларусі такое, напэўна, таксама. Там таксама задумываешься, што якое будучыню дзяцей, хай бы яны ехалі ў Еўропу, напэўна. Можна думаць. Напэўна, нідзе добрае для сябе месца ты не знойдзеш, у прынцыпе. Вітанкі, Андрей, якая будоўля? Ты ж музыкант, трэба ладзіць канцы, нешта яшчэ падобнае. Не будуць на эти канцэрты ніхто хадзіць. Не трэба спадзявацца, вяртацца, трэба думаць, каб там застацца, і далей будзе відаць, калі будзе магчымасць, верней, адыкіне. Там з чатам усё робіцца, у цябе ёсць вопыт монтажу і з айцішнымі інструментамі у цябе атрымаецца. Крызіса нет, крызіс у цябе ў галаве. Подбодрите меня, как из этого кризиса выйти. Вот у меня заканчивается апошние 200 евро. И что далее? Працы нема. Працу, заробок ты атрымаеш толькі праз месяц, калі ты знойдзеш працу.
Да, кризис у меня в голове как бы. Было бы желание, да? Прошлый год что я робив? Прошлый год я дворником працаваў. Гэта было у меня закрыто. Зараз я поехал на Варшаву поглядеть, что тут можно. А в Варшаве без легально нельзя. Можно по-серому. А по-серому неведомо, ці кинуть тебе, ці не кинуть. Гарбузы, да. Хоть якую працу шукаю, ну так вот это надо в Литву ехать, в Вильню. А у меня же любовь как бы с Инной любовь, а Инна меня хочет видеть возле себя. А вот тоже, а что ты ей даси? Что ты ей даси? Вот глядит она на тебя, ты бесперспективный. Это самое, как там, Абибок или Асисяй, или Сіваяй, напевно, вот это слово. Что, я кажу, треба десь працювати, а де я буду працювати? Треба мені їхати. Інна пропонувала мені мерч робити на майках. Типа, мерч про себе, ці інші які. Та кому він треба гэты мерч? Він гэтых магазинаў да халеры, як, скажем так, беларусы падкрывалі. Кропка у Вільні ёсць, і в Беластоке нешта ёсць, Мілешка, здаецца, Андрей. Я не ведаю, як они там выбіраюцца з гэтых всех крызісаў, хто набывае ўсе гэтыя рэчы. Ну, напрыклад, палякам гэта не цікава, літоўцам таксама гэта не цікава. Прям так становіцца літоўцам. Есть у меня один сябр расіянин, 8 гадоў ён у Літве, вывучыў літоўскі, ну, добра размаўляе на ім, журналіст. Так што, ён журналіст у некай частнай канторы, ніхто яго не жалуе на якую-небудзь працу. Он думаў в Швецыю паехаць, напрыклад. В Швецыі, так в Швецыі таксама дорага. Добра плоцяць, але і дорага плаціць за гэта. О, Андрей, кризис ёсць у цяжкай сітуацыі, я ця разумею, трымаю. Ну вось глядзі, ты быў на сталай працы, і гэта было дастаткова. Для пачатку трэба хацець так. Ну, а чаму не, наконт мерча можа спрабаваць? Ну гэта ты, падпісчык, можа што і купіш. Да што там, абы што, ну гэта не. Вот Корж Макс можа сабе дазволіць мерч какой-нибудь такой. Ну что с того мерча, ну что там напишешь? Павук молодец. Что еще? Рожайте в поле. И что? Абы что? Не ведаю. Ну, на гэта трэба мець натхненне некае. Ну, увогуле я не бачу на гэта ніякага натхнення. Як гэта можна? Вось. Таму што рабіць? Я ж адзін такі. Багато людей в эміграцыі думаюць, што рабіць, як будаваць сваю будучыню. Ці, напэўна, я ўзгадываю откровение этих пленнікаў Освенцума, якія не ведалі, ці выжывуць на ціне. Не ўсіх пленнікаў, а некага знакамітага дакладна не ведаю хто, забыўся. Ён казаў, што у канцлагере не трэба жыць будучыняй, што ты калісьці выйдзеш адсюль. Трэба проста пражыць адзін дзень. Вот, думаць пра гэты дзень, як гэты дзень пражыць. Дык няўжо ж так я павінен стратэгію сваю у эміграцыі строіць, будаваць, што вот толькі дзень гэты прадзяржацца, а потым што будзе, то будзе. Ці як? Ці як гэта правильно? Так, Ніцік, шукай працу з шчырым заробкам у Польшы, а далей, можа, што зменіцца. Падскажыце, дзе такая праца є шэрая? Дзе шукаць? Ты не пленнік і не канцлагер, ты на волі і можаш шмат што рабіць. З іншага боку, да, у Беларусі катуюць людзей. Там нават і працы няма, таму што узбекаў запрашаюць, і тыя нават недавольныя умовамі. О, нават і так, да.
Но вот хочется запытаться у вас, як вы такую праблему рашаеце, калі вы эмігрант? Яшчэ Трамп гэты паскасаваў гэтую всю дапамогу міжнародную з грантамі гэтымі. Забаўляць вас чыноўнікамі, званіць. За што і толку з імі званіць? Ну, кажуць яны адно. А людзі-то они паўсюль адзінакавыя. Вот я недавно па рускіх дамах званіў, кажу, ну што ж вы там так падтрымліваеце? Конкурсы ўсе гэта робіш, іконы яны возяць. Недзе іконы беруць, некія беларусы іконы рисуюць, святых пішуць і адпраўляюць у Москву, а тыя з Москвы ўжо, напэўна, на фронт адпраўляюць. І што з гэтай інфармацыяй рабіць? Ну, дзебілы, да. Ну, падумаеш, ну, прыдуркі. Вот такія. А што ім рабіць? У іх, у той жанчыны, якая мне адказвала, напэўна, на дырэктар. Ну, хлебнае место ў яе. Добрая праца. Ну, неважна, какой хуйнёй она там занимается. Галоўнае, што за гэта плоцяць. І так усе прыспасабліваюцца, прыстасоўваюцца. Ну, в Беларусі такая справа. Там, как бы, мораль гэта для сытых. Калі ў цябе няма магчымасці палепшыць якасць свайго жыцця, ты будзеш пагаджацца на любыя умовы. Там, в Беларусі. Пошел бы ты на какой бус по Европе, бы колесил, потом, может быть, на фуру пересел. Все равно же работать надо. Насчет фуры, да. У меня зрок в око одно херово глядеть. На троллейбус взяли, а на фуру не ведаю. Ну, про это можно удокладнить. Это ж так само праца, якая патрабуе ведаць мову, але зараз уже з гэтымі, вось я паглядзеў, у тэлефоне ёсць нейкі і дапаможнік, які сам пераводзіць у рэальным часе. Можа і так. Дарэчы, можна падумаць, это ж надо ще ісці павучыцца, а на гэта трэба траціць свае сродкі, каб на Д-катэгорыі вучыцца. А ў Літве ўжо ты па-рускі не павучышся, там ужо па-літоўскі так толькі вучаць на Д-катэгорыі. Вось, напрыклад, так. У айцішцы зараз таксама крызіс, цяжка неяк перебіваюся падпрацоўкамі. Гранты тебе сапсавалі, ты вольны чалавек. Гранты мне ўжо даўно надоелі. Таму што гэта дурная работа. Ну, ты проста асвойваеш дзень, грошы, а нічога на гэта не ўплывае. Іншая справа, калі ты быў у Беларусі, ты на гэта ўплываў, і гэта сапраўды дапамагала і выхоўваць грамадства, і табе падымацца. Сацыяльны рост у цябе быў, і медійнасць была, і гэта сапраўды працавала. А тут у эміграцыі каму ты можаш дапамагчы? Могуць гэтыя фонды, якія палітзекаў прымаюць. Ну так, іх трэба фінансаваць, калі людзі перабегаюць з Беларусі сюды, іх трэба падтрымліваць, гэта праўда. Так, слухай, трэба табе шукаць нейкую працу па-шэрому, трэба, каб хто там ведае, як і што падказаў табе. Да, хорошо. Так, хай так і будзе. Вот я, можа, стрым веду гэты, каб мне падказалі працу па-шэрому. Ёсць грузавыя бусікі. Ёсць. Гуманітаріям везде тяжело. Хорошо. Спасибо за падтрымку. Так, на бус это ж Б-категория, не надо никакого кода. Как возможность посмотреть страны, а может и понравится. Может и понравится. Категория Б водителям. Да, что-то я спробовал шукать у Литве такое. Понимаете, мне официально я могу працаваць толькі ў Літве. Вось. Калі у меня літоўская фірма, працаўладнік, отправить мне в Німеччину, это іншая справа. Ну, тому что я официально у Літве працаўладкаваны. А калі ты поедешь до немцаў, і што? Як ты там працаўладкуешься? Пачынаю з таго, што абавязкова трэба, напрыклад, веданне мовы. Гэта аснова, трэба вучыць, як бы не было цяжка. Хорошо. Колькі мне гэта яшчэ часу трэба, каб вучыць? Я ж казаў табе на прыкладзе маёй жонкі, што гэта ёй не дало ніякіх преимуществ. Ну, вывучыла яна літоўскую, што-то ведае. І што, я на прэстыжную працу возьмуць?
Просто у литовцев они себя лічаць элітнай нацыяй. На добрую працу тебе ніколі не возьмуць. Самі літоўцы не хочуць тралейбус водзіць. Мігранты працуюць, украінскія, беларускія і чорныя людзі з Афрыкі таксама набіраюць. Таму што да і ў Беларусі узбекаў запрашаюць, як вы памятаеце. На бусе катэгорыі Б можна добра зарабляць, галоўнае, каб не ездзіць дзень і ноч. Бывае, спаць не даюць. Там с подарунками робить батлы и все такое. Батлы. Как-то видел вакансию фоткать автозапчасти на складе и оформлять. Я думал как-то, но в тачках не шарю. Так он фотографа и оператора у Вильни ты не будешь конкурентно сдольный. Только если свадьбы для бедных. Для иммигрантов. Потому что тут богато добрых фотографов. Добрых гэтых. О, дякую, нехто мне донат дослав. Не буду говорить хто, каб мне быў экстрэмістам. Дякую вялікі, 10 евро мне дослав. Вельмі прыемна, дякую. Так вот фотографа. Я вот фотографаваў, напрыклад, люблю фотографаваць на вуліцы. Там адзін є вулічны паэт, фотограф, які фотографуе людзей просто, якія ходзяць па вуліцы. Я таксама рашыў паспрабаваць. Ну, гэта хобі, пафотаграфаваў, цікава атрымліваецца, цікавыя эмоцыі. Але каб работаць з літоўцамі, ну, па-першае, трэба літоўскую мову ведаць, па-другае, тут багата добрых фотографаў. Просто это не вне конкуренции. И техника добрая, и соображают люди, что и как. А я фотографую только репортажник. Я постановочно ничего не фотографую. До речі, вот есть фотографка в Вільні Тетяна, які чорно-білі фотки робить, жіночі постановочні фото робить. Так от вона, рильс недавно я бачив, як вона так само переживала, що молоді так обганяють її, і вона не може догнатися за ними. І вони роблять такі цікаві речі, вона не може робити, так само переживає. Ну, такого ж узросту, як і я. Андрейка, чиняєш ІП у Литві, а польські працедавці нанімають тебе як ІП. Ну так у мене є ІП. Є у мене ІП. Напевно, я так з Білсатом працюю. На таких умовах. А в чем смысл жизни? Да, вот напишите, в чем смысл жизни. Мне про престижную працу треба думать, як простей було знайти працю як у Польщі, так і у Литві. Мова гэта галоўная патрэбна, без якой нашмат цяжэй працаваць і жыць. Так уже лепей ангельскую вывучыць. Напрыклад, калі мы говорим про простей. Престижная праца. Ну да, згоден. Престижная праца это сильно великая за это потребование. Просто я лічу, что работать трэба мало. Была у меня одна знакомая, яка меня навучила колись у Беларуси. Девчина, журналистка так само. Работать надо мало, а получать много. Вот она на телевидении работала журналисткой. На футболе даже. Вот. Это мудрые слова. Мудрые слова. До речі, у Twitch. Коли ласка, экстремизма не боюсь. Ах, ты ж мой хороший. Смелый ты человек. Дякую великий. А я в Беларусі подказать не могу тебе ни в чым конкретным. Дякую великий. Ну, коли есть ИП у Литве, дык стало быть, можешь официально працаваць по умове у Польши. Тады куды мне ісці ў Польшу? Это мне ж надо ще... мне ж надо тады памяняць у падатковай сферы дзейнасці. Там трэба добавить, калі гэта доставка, то трэба там доставку добавить, да? Потому что у меня ИП по фото-видео и по музыке. Это ж трэба так само консультацию пройти. Ну, тут я записался на консультацию. Надо зараз поглядеть, калі там. Ось. Лепей зусім не працаваць і траціць шмат, але дзе ўжо такія умовы? Правильно, да. Надо паспрабаваць. Карацей, вось такія пірагі.
Калі раней па прыездзе ў Літву ты быў акрылён і ведаў, што тут ёсць магчымасць пад'ёму, узросту і зарабіць болей, то зараз, пажыўшы, ты уже пажыўшы, атрымаўшы досвед, разумееш, жыць у Еўропе дорага, у Літве яшчэ дарожча, чым Польша. Просто неабаснованно, я лічу дорага. Содру гэту это стандартнае абавязковае страхаванне медычнае. Просто как в общак все резиденты скидываются туда. Ну просто. А вот а в Польше я не ведаю, можно ли адмовіцца ад гэтага, а ў Літве нельга адмовіцца. І плаці як хочаш. Я уже пошел на дворника, працаваўшы на досаце, думаю, на дворника пойду. Так дворник, значит, контора з дворника, она мне за мяне плаціць гэтай содру, а уже я атрымаю чыстыя са свайго белсату. Як это ў Беларусі было, там нейкі налог забыўся. Таксама за яго трэба, калі ты таксама павінен за себе плаціць, а калі ты яшчэ на дзяржаўнай працы падпрацоўваеш, то дзяржаўная праца за цябе плаціць, і ты уже не плаціш гэты падатак. А не, у Літве не так. З любога прыбытку ты адчысляеш у содру гэтую, прорву гэтую. Содр называется, слово содрать, напэўна. Вот. Короче, добре, я тут до конца месяца павінен пратрымацца у Варшаве. Каму є што сказаць, параіць, ці просто поговорить, ну пишите. Можем сустрэцца поговорить. Чемодан, вокзал, Беларусь, если не нравится налоги платить. Это кто такой? А кому нравится налоги платить? Ты налоги платишь и хочешь качественное получить, качественное медицинское обслуговывание, а не чекать там полгоды доктора, ці месяц, ці два. Завтра ты помрешь, а тебе надо чекать. А к платнику хоть завтра иди, хоть сегодня. Что это такое? Плюс ты платишь податки, а тебе еще литовцы некоторые, ну это может не литовцы, КГБшники у Фейсбуку, с пердолей типа в Беларусь, ты типа русский кацап. С какого хрена? А меня еще у троллейбусном парке дискриминуют по мовному признаку. Я кажу, ребятки, я туда к вам пришел, потому что я литовский не ведаю, а вам тут нема кому працаваць. Так давайте же на русской мове с вами разом працаваць. За что я плачу податки? За то, чтобы меня дискриминовали, потом еще про раком поставили у прессе мясцовой, что я там заставлял кого-то. Ну, так какие адчуванні от гэтай краіны демократичной? А ты податки платишь. І скардзіўся у паліцыю. Памятаеце той выпадак, калі скралі мне велосипед ФСБшник каля расійскага посольства. Все, вот год прошел было у красавіку. Никто не адрэагаваў, а я податки плачу. Что мне в суд подавать? Это еще адвоката нанимаю. Рассказывали мне, стажировався, калі я на троллейбусе, рассказывал мне один водитель, як трапіў у аварию, як адвокат з яго серой массы 3000 попросил ще. Вот клади сюда 3000, и тогда я тебе допомогу в суде. А мы податки платим. Вот так вот. Пора бы уже язык выучить. Так я же его выучил. Я ж кажу, лабадена, цвіке, двіруча, а ці пройшов лабей. Я ж не кажу, что весь выучил, но так-то выучил. Каву могу замовить там, йода-кава, вось. Пенегу, это гроши по ихнему пенегу. Я ж как бы выучил, но ж нельзя выучить весь. Нават литовцы весь свой литовскую мову не ведают. Пора б уже выучить, так я выучил для того бытового комфорта, який мне треба, так я ж выучил. Ну. Фирма Трансмея дальнобойная платит 100 евро в сутки.
Как-то туда выходить, начиная работать с малой машиной для опыта ознакомления. А так, где там что лучше, литовцы тоже много уезжают дальше на работу. Да, вот, уезжают. Вот. Ну, тогда мы у тебя в видео спрашивала простой вопрос, ничего ты не понял, только гундишь. Так не понял тогда, и сейчас я не понимаю. А нет, сейчас уже понимаю. Она спрашивала, ты что, в Беларуси? А мне показалось, хочешь поговорить по-белорусски? Ну, я для себя думаю, я же предлагаю на польском поговорить или на белорусском. Это было простейшее, для меня было не простейшее, вообще неочевидные вещи. Тем более, что вчера она со мной на русском разговаривала. Тем более, что Трудовой кодекс обязывает ее. То есть в Трудовом кодексе Литвы сказано, что если человек специально не говорит с тобой на русском языке, но знает русский язык, то это дискриминация по языковому признаку. Но я тогда еще не знал, я бы сослался на нее. Она могла сказать, ты пришел не в свой рабочий день. А чего они на меня обозлились? А как можно работать в таком коллективе, когда тебе палки в колеса ставят вот так вот? Что это за дедовщина такая? Ну так как ты язык выучил, если понимаешь? Просто ноешь. Да, я ною, потому что это не запрещено. То, во-первых. Во-вторых, русский язык в Литве тоже не запрещен. Этот город всегда, в этом городе всегда по-русски разговаривали. В чем проблема? Этот город был польского, русского и литовского языка. Вот. В чем проблема? И русский язык – это инструмент для того, чтобы бороться с путинской пропагандой. Почему бы не бороться с путинской пропагандой методом русского языка, этим инструментом? В чем проблема? А такие районы, как Висагинес, они же полностью русскоязычные. Что их там всех в тюрьму посадить или что? Все равно от русского языка в Литве никуда не денутся. Ну пусть стараются, пусть его криминализируют. Вот за любое русское слово штраф выписывают. Экстремистским сделают. Значит, Андрей, ты уже в Польшу перебрался и тоже продвигаешь русский язык. Польский язык куда проще. Тут проще его выучить. Я вот слышу, что говорят поляки, я понимаю. Я вот кофе замовляю, и я, если медленно, я понимаю, что хочет. Эти слова мне проще даются. С ним, с польским языком, работать проще. Это очевидно. Не выдумывай про Трудовой кодекс, там такого нету. Я могу тебе скрин прислать. Вот напиши мне куда-нибудь, я тебе пришлю скрин. Тут я не могу его вставить, но он у меня есть. Это не дискриминация, это Литва, где литовский государственный, и они не должны знать другой язык, кроме литовского, чтобы ты не считал это дискриминацией. Нет, неправильно. Дискриминация – это когда ты понимаешь, что говорит человек, но он не понимает, что ты ему говоришь. Хотя ты можешь ему сказать по-понятному. Вот это дискриминация. Она специально это делает, ссылаясь на то, что литовский у них государственный. Да не все там на русском разговаривают. Там многие литовского тоже не знали, не знают до сих пор. Там работают эти африканцы, черные люди. Они не знают литовский, они английский знают. Это есть дискриминация, это даже бытовой шовинизм на этом уровне. Короче, удачи, продвигай свой русский язык в Польше. Я его тут не продвигаю, русский язык. Я по-русски с белорусами обращаюсь. Кто продвигает русский язык в Польше? Ну что ты такое выдумал? Как это? Как это? Здравствуйте. День добрый, пан. Давайте поговорим с вами по-русски или что? Ну что ты выдумаешь? Что вы против этого русского языка? Русский язык вообще ни в чем не виноват. Не виноват. Вот немцы раньше говорили. Немцы раньше напали на СССР. А его потом изучали. Его же этот язык оккупанта изучали школьники. Я изучал его в школе. А он же Гитлер на нем говорил. Как так? Чего его не запретили и не стерли с лица земли? Подумайте. Представь, на твоем месте папуас устроился работать и будет эту женщину в Литве заставлять или просить на папуасском говорить, чтобы, во-первых, папуаса взяли на эту работу и знали, что он не знает этот язык. Это вопросы к работодателю. Значит, его все устраивало, и мы с работодателем договорились об этом.
Никто не на этапе принятия меня на работу и обучения не требовал, чтобы я какую-то приносил карточку, что я знаю какой-то литовский язык. Нам говорили так: вы, если что-то произошло в троллейбусе, на любом языке, который знаете, говорите. На любом. Папуас. Папуас это и себе оставь. Калі ты яшчэ навучышся чытаць па-польскі, а гэта проста, то яшчэ хутчэй будзеш разумець і вучыцца. Ну вот я вот станцыі метро читаю, ну атрымоўваецца, да, трэба сноровочка небольшая. Присылай скрин выдушек. Да куда присылать? Ты мне напиши. Куда присылать? Напиши мне в Фейсбуке. Это ты решил, что... Это не я решил, я с ней по телефону разговаривал. Я ж с ней не первый день общаюсь. И она все знает. Я же не первый день с ней общался. Вы в Польше, я в Польше. Андрей, хочется в Рудобельск. Рудобелка называется, а не Рудобельск. Все это время, когда я приехал сюда, мне хочется обратно в ту Беларусь, из которой я вернулся. Потому что, несмотря на то, что ты жил при диктатуре, у тебя многое получалось. Тогда еще беззубые были времена. Тогда еще система переживала за свою репутацию. И когда ты уповал на законы, то она подчинялась как бы тебе. Любая провокация против тебя работала на тебя, делала это плюсом. Вот. Теперь же все поменялось. Теперь власть не держит растопыренными руками, как сказал Лукашенко. Теперь им все равно. Они всех фигачат. Ну, да кто и нема, Беларусь, да. Да кто и нема. Так я разумею, что то и нема. Как же так вот? Как же так получилось? Как же так получилось-то? Ну, так не должно было получиться, все же мы знаем. Мы же все Богу молимся, чтобы добро победило зло. Почему Богу все равно? Почему Бог нам посылает испытания? Мы же ему молимся, столько церквей понастроили, столько золота, денег несут, мощи ты целуют. Кому, то есть какой вышестоящей инстанции уповать, когда государство занимается несправедливостью? Вот нет такой инстанции, да? Ну, только если США, но и то оно не всесильно. Люди – это ресурс для государства. Если им что-то надо, если государству что-то надо, оно вас никогда не пожалеет. Вообще, заставит, принудит, напугает. И вы будете... И заметьте, что неработающий человек в государстве государству не выгоден. Если ты что-то получил, ты платишь налоги. Ты должен работать, ты должен приносить пользу. Государство с человеком не общается. У тебя должен быть документ. У тебя должен быть бумажный двойник. Это называется гражданство или резидентство. Только тогда государство может с тобой общаться. Юридически. Смотри, то, что она с тобой раньше по-русскому говорила, это добрая воля, а не обязанность. А потом ты ее обидел, и она перехотела делать добрую волю в отношении тебя. Но обязанности такой не было. Так вот, пускай бы она мне это так и сказала, а не я догадывался. Чего же она так мне не сказала? Ты меня обидел. Вот в этом месте. Больше всего вопросов к ней, а почему она себя так ведет? Я же не должен догадываться. Я вообще человек новый. Вы покажите, где я был неправ, где я ее обидел. Это раз. Во-вторых, вот это ты выдумываешь сейчас, что... Может, это она пишет, кстати, Василия. Может, это ты пишешь? Может, это ты, это как ее там зовут? Забыл. Диспетчерша, это Кристина. Так давайте встретимся, поговорим. Что, где было больно, почему? Скоро все закончится и поедем домой. Вот, таких я комментариев жду. Хорошо. Вернемся в Беларусь или так и умрем все за границей. Скорее всего, умрем за границей. Надо к этому готовиться, а там уже как повезет. Треба сподіватися тільки на себе, а не на некие силы и державу, ці некие людей. Вот, да. Но люди верят в Бога. Вот давайте. Почему люди тогда верят в Бога, если только на себя надо надеяться?
Вы же посмотрите, сколько этих церквей, мечетей, это сколько денег на это идет. А это как бы и бесполезные вещи, по сути-то. Они же как влияют на качество жизни? Ну никак, ну просто люди тусуются по интересам своим. Хотя те же протестанты, наверное, они могут просто сбрасываться. Собираются своей общиной и просто финансируют сами себя. Самоуправление такое. Да, самоуправление, саморегуляция. Ну тогда да. Тогда здесь есть интерес какой-то, да. Тутейшие в демократию попали. Да, это я та женщина из Литвы, ты меня обидел, Андрей, напишу в прокуратуру на тебя. Ты, женщина, если ты та женщина, ты даже не вылезла в эфир ни в одно СМИ. Один я там светился. Никто тебя даже не опросил, что случилось. Я не знаю, начальство ли опросило ли тебя. Но мне обещали, что поговорят с тобой. Ты просто затихла, залегла и даже не захотела высказать свои позиции. Это было подло. Это было подло. На такой стрессовой работе нервировать молодого водителя. Я же не себя вожу, а я вожу людей. И когда если случится какая-то авария, как я буду понимать, что мне делать, если вы на литовском со мной говорите? Вы же должны мне помогать, координировать меня. Это не соперничество. Хотите посоперничать, так вы давайте встретимся после работы и выскажем друг другу, что на литовском можете говорить, выскажем друг другу, что мы думаем друг о друге. Давай поедем к ней. Да зачем это? Кому это надо? Хотела бы, так встретилась бы. Я ей даже цветы приносил. Я извинялся перед всеми. Через свой канал я извинился. А потом думаю, что я себя должен виноватым чувствовать. Потом мне один досвеченный литовец сказал, ты попал в совок. Там совковые люди еще живут, живущие совком. И они тебя нагнули по литовскому языку. Потому что они там как бы подлые люди. Но не все, я не скажу. Есть люди, которые меня поддерживают. Есть девушки были, которые меня пожалели. И я как будто очутился в Беларуси 2.0, потому что механики жаловались, что запчастей не хватает. Как было раньше хорошо в СССР, как бы, какой был образцовый автопарк, а теперь какой. Техника изношена на почти на 95%, это все знают. Запчастей нету. Ой, это что-то напоминает, да. Ну вот они купили там речные трамваи, на это все жаловались, как бы. Тут техника ломается, а они купили речные трамваи, занимаются показухой. В общем, это очень много интересной информации, которую нельзя выносить из избы. А почему нельзя выносить? А как это лечить, если не выносить? Я в такие знакомые условия попал, как в Беларуси. Ну как так? Не рассказывать про то, что болит. Не, Василия, я не буду тебе ничего рассказывать. Ни про каких избранниц. В общем, спасибо за то, что послушали. Я выговорился. Мне стало. Я даже для себя какие-то очертил границы нужных мне дел, которые мне нужно сделать. Как бы попробовать сделать где-то. Вот. Так что спасибо вам, что выслушали. Роу с крокодилами пишет. В Беларуси за язык никогда никому не предъявляют. Мы не ебанутые. У нас такой херни нет. Нам просто жить хочется, а им движухи не хватает. Ну, у литовцев приучают обижаться на ту историю советскую, когда они были в составе или оккупированы Советским Союзом. Как бы в Польше такого нету. Вот если скажешь наша Вильня, то почему-то обижаются. Если скажешь наша Варшава, то как бы никому до этого нет дела. Литвинизм придумали какой-то. Но это отдельный кусок разговора. Короче, это некий комплекс неполноценности или малого народа, как мне говорили. Но это не моя вина. Не моя вина. Я против диктатуры, против путинизма, против лукашизма. И как бы такого человека, как я, нужно вообще-то в свои ряды хотеть принять, а не отторгать. Поэтому я не понимаю политики литовских политиков, которые хотят избавиться от мигрантов. У вас страна вымирающая, там 2 миллиона населения.
А с помощью белорусов вы можете его разнообразить, повысить демографию. То, что белорусы говорят на русском языке и промыты русской пропагандой, так к вам же не простые белорусы приезжают, к вам приезжают те, которые борются против лукашизма, которые не хотят жить в диктатуре. Почему вы им не доверяете? Так можно всем не доверять. Все, тогда пока. Если з майками потрібна буде допомога, звертайся. С принтом. А что ты умеешь? Напиши мне куда-нибудь в личку, если ты что-то умеешь по этим делам. Или если у тебя есть идея на этот счет. Так как-то мне Нина рассказывала, что ты просто придумываешь какой-то концепт, рисунки, а печатает совсем другая контора где-то на просторах планеты Земля. Потом тебе по почте просто это приезжает уже готовое, как-то, я не знаю, как это называется, это вся кухня. Короче, тут тебе минимум работы, скажем так. Печатать конкретно самому ничего не нужно. Просто было бы что печатать. Все, пока. Спасибо, Сябр.